Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В столице республики проходят профилактические мероприятия по выявлению несовершеннолетних, комендантский час в общественных местах и увеселительных заведениях. Сегодня в рамках оперативно-профилактического мероприятия группы у нас проводится ночной рейд по городу Якутску. В рамках этого рейда вышло 32 сотрудника полиции. Сегодня проверено более 30 развлекательных заведений, компьютерных клубов. И сегодня установлено несколько фактов продажи алкоголя несовершеннолетним в развлекательных центрах ночных. Также выявлены факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Есть у нас дети в состоянии алкогольного опьянения. К ним ко всем будут приняты меры. Следственный комитет проводит проверку по скандалу в Алданском районе. Как сообщают наши друзья из Алдан Онлайн, 15 марта в психоневрологический диспансер была госпитализирована 28-летняя женщина. Сообщается, что якобы мать на глазах детей 3 лет и 10 месяцев совершила попытку самоубийства, после чего дала добровольное согласие на госпитализацию в психиатрическую лечебницу. Тем временем в алданских соцсетях появилось множество возмущенных сообщений, обвинявших в произошедшем мужа и его мать, врача. Якобы она, используя профессиональные связи, способствовала скорой госпитализации невестки без веских на то причин. При этом знакомые и родственники молодой матери уверяют, что она регулярно подвергалась изощренным истязательствам со стороны супруга. Что мне еще? А почему вы его не обследуете? Почему вы его не обследуете, а? Поедем вместе. Почему? Я еще раз спрашиваю, почему на него нету никакой... Хорошо, давайте. Дорогие друзья, сегодня меня муж избил в 1001 раз. Он вызвал на меня все возможные органы и так далее. Спасибо за внимание. Сейчас меня повезут на медосвидетельствование, потому что я по их расчетам являюсь психически неуравновешенной. В общем, спасибо, Он снова меня избил, на него нет никакой управы. Я не знаю, что делать с ним, я не оставлю детей ни в коем случае, потому что он отвратительный. В Нерюнгринском районе работник предприятия попытался украсть 50 литров дизельного топлива. 48-летний житель Нерюнгри работал водителем на одном из предприятий. Пользуясь возможностью, он на протяжении продолжительного времени сливал остатки топлива, чтобы в последующем его продать. Однако сбыть накопленные запасы ему так и не удалось. В один из дней он приехал на территорию промышленной зоны, чтобы толкнуть наворованное. Но сотрудники безопасности заподозрили неладное и вызвали полицию. И теперь за свои действия ему придется ответить по закону. В федеральной повестке Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России задержали в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов на станции Лубянка и парк культуры Московского метрополитена в 2010 году. Федерального следственного управления, Следственный комитет Российской Федерации. Это не нужно. На этом пока все. Берегите себя.